Здравствуйте. В эфире на радио ГРТ программа «Прямая линия». Она выходит в прямом эфире, и вы можете позвонить нам по телефону 2 49 60, чтобы задать интересующий вопрос или просто поделиться своим мнением. Участники сегодняшней программы – экс-депутат парламента Республики Молдова Василий Нейковчин. Добрый день. И руководитель Mail.com Николай Мордарь. Добрый день. Добрый день. Тему, которую я хочу с вами обсудить сегодня, звучит таким образом. Итоги работы Башкана Гагаузии за 4 года. Я не знаю, на других площадках эта тема обсуждалась или нет, но вы знаете, что Башкан отчиталась за проделанную работу перед пасхальными праздниками, по-моему, это было, в городе Чедерлунга, и есть этот отчет, вот и даже у меня есть этот отчет в цветном формате. Но вот в конце есть очень такая вот интересная цифра – 5000 экземпляров. И вот у меня сразу возник такой вопрос. Почему так мало? У нас что, 5000 или рассчитано только на 5000 граждан? Ну, наверное, начну я. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Во-первых, постановка вопроса изначально неверна. Это должен был быть отчет исполкома Гагаузии. Я поставила тему работе. Таким образом, как прочитала итоги работы. Но поэтому никак не итоги работы Башкана Гагаузии за 4 года. Угу. Это из разряда пиар-компании, которая практически не прекращалась в Гагаузии, когда были баннеры социалистов, кандидатов в депутаты парламента социалистов Игоря Додона, президента, а потом их плавно заменили плакатами на гагаузском языке «Гордимся Гагаузией», где изображена Ирина Влах с детьми, с пенсионерами, на предприятиях, с достижениями, якобы достигнутыми Гагаузией за 4 года. Но касательно вопроса... Но здесь так написано, Василий Александрович, итоги работы Башкана Гагаузии. Я вижу. По поводу количества экземпляров. Цифра 5000, она, скорее всего, взята, это среднепотолочная цифра, потому что Камрад практически был заполнен полностью. Насколько мне не изменяет память, сегодня в Камрате более 9000 домов и квартир. И в каждый практически дом эта брошюра попала, значит, это уже не 5000. Кроме того, по всем окрестным населенным пунктам, прилегающим к Камрату, в том числе и в Кирсово, в котором я проживаю, эта брошюра также была роздана через дом. Напоминаю, в селе Кирсово 2300 домовладений. И практически во все основные дома, где проживают наши сельчане, точно такая же брошюра попала. Николай Георгиевич, вы придерживаетесь того же мнения? Я могу добавить, знаете, что это итог работы всей Гагаузии. Здесь работали люди, которые на полях, которые выращивали урожай, которые старались упаковать, что-то делать. Здесь люди работали в предприятиях. Нельзя говорить Башкан. Если Башкан, пусть она скажет только о себе. Поэтому здесь должно было быть итоги работы всей Гагаузии. Понимаете как? Поэтому, а это уже я могу сказать, что это, как вам сказать, культ личности. Так могу сказать. Значит, вот я, а больше никто. Я добавлю, Елизавета Васильевна, отчитывается согласно регламента, отчитывается исполнительный комитет Гагаузии, потому что Башкан у нас выполняет двойную функцию. Кроме того, что она является главой автономии, она является и председателем исполнительного комитета. И согласно регламенту Народного собрания ежегодно, это обычно весной в марте, исполнительный комитет представляет Народному собранию доклад о проделанной работе за календарный год. За 4 года депутаты так и не смогли добиться внятного отчета, что происходило, над чем работал исполком, потому что здесь в этой брошюре внедрено 300 программ, внедрено столько проектов, но почему нельзя было вместе с депутатами обсудить, для того, чтобы депутаты могли задать ситуацию, ведь у читателей, который взял впервые эту брошюру, создается
впечатление, а в той ли Гагаузии мы живем. Вот как у меня. Я даже на своей страничке в Фейсбуке написал, друзья, согласно вот этой брошюре пропагандистского толка, которую выпустила Ирина Федоровна накануне выборов Башкана, в Гагаузии уже давно коммунизм. Но когда мы выходим на улицу, я вижу совершенно другую Гагаузию. Я вижу пустые дома, я вижу брошенные дома, я вижу одиноких стариков, я вижу брошенных детей, я вижу людей, которым сегодня буквально нечего есть. Я сегодня вижу разбитые дороги. Так может есть какая-то другая, параллельная Гагаузия? Давайте мы в ходе передачи об этом еще поговорим. Я хотела просто, чтобы мы как-то вместе провели небольшой анализ по данному отчету. Вот на первой странице мы читаем о том, что удалось за эти 4 года обеспечить устойчивый рост гагаузской экономики. Как раз вот то, что вы говорите, да, все да наоборот. Вот на ваш взгляд, на самом ли деле, действительно ли у нас такой большой рывок вот в экономике? Знаете что, я могу еще другое сказать. Дело в том, что многие предприниматели сами организовывали предприятия. Я не могу сказать, что они получали, допустим, те годы. Это вот в этом году у нас, да, программа по субсидированию, допустим, предпринимателей, все. А те годы же люди сами вкладывали. Вот я сейчас объясню, когда мы говорим, ну вспомните, десятилетия назад или вот 4 года назад, ну много же земель было пустых. 15% не обрабатывалось. Не раскорчеваны сколько было. Последние годы предприниматели сами своими деньгами, что заработали, приехали, раскорчевывали, эти земли вводили в сельскохозяйственный оборот, и получилось у нас о том, что получили дополнительные земли, дополнительные прибыли. Кроме этого, не благодаря Ирине Влах, управление, а Министерство сельскохозяйства проводило в республике, проводило очень много мероприятий и фирмы. Самое главное, что фирмы, которые хотят продать свои препараты, хотят продать свою технику, что-то, они проводили семинары для того, чтобы каждый человек знал, что применяя это препараты, применяя его технику, вы получите урожайность намного больше. Не будете брать 3 тонны с гектара пшеницы, а возьмете 5, 6 или 7, или кукурузу 10 тонн, понимаете как? И учеба, я всегда говорил, что благодаря этой учебе наши предприниматели, ребята сами добивались, и это тот результат, который и в докладе она должна была поблагодарить этих людей за то, что они своим трудом что могут, и спасибо этому народу, спасибо людям, которые предприимчивы, которые могут учиться и познавать, и этому повышать урожайность, и повышать производительность труда. Вот, мы только вот начали программу, но уже есть телефонный звонок. Несколько другое добавлю, потому что все те достижения в области экономического роста, они произошли благодаря тому, что бюджет Гагаузии увеличился. Давайте мы прервемся буквально, послушаем, что хотят спросить радиослушатели или телезрители, и вернемся. Все, прервался звонок. Хорошо, давайте продолжим анализ этого отчета. Вот в отчете отмечено, что объем производства промышленной продукции возрос на 54,5%, а объем производства сельскохозяйственной продукции на 47% по сравнению с 2015 годом. Вот вы как предприниматель, да, опять хотела к вам я обратиться, который уже как бы работает в этой отрасли, да? Да. Насколько вы вот почувствовали рост? Я еще раз говорю, это благодаря нашим предпринимателям, только что я сказал, которые сами своими деньгами рисковали, сами свои деньги вкладывали и открывали дополнительные предприятия. Конечно, это нужно учитывать, любой бы учитывал бы в статистике. Я бы хотел сказать, даже вот те деньги, которые они, помните, когда грант этот был, да, европейский, да, европейский, и давали, ну, мне иногда даже, думаю, вот на телевидении даже показывали, да, показали парня, который снимает
свадьбы, да, получил деньги. И девчонка, которая открыла бар, получил деньги. Но я задаю вопрос, а у нас на полях сгнило сотни тысяч тонн, не сотни, а десятки тысяч тонн продукции. Это в прошлом году. Теперь я спрашиваю, год прошел. Вот могла ли в своем докладе сказать, что да, год прошел, мы сделали анализ, и смотрите, мы сейчас будем придерживать только тех, которые помогут нам переработку установить, мы дадим деньги, или дадим, снизим налоги, или чтобы могли это сам. Такого нету. Не произошло. Давайте вернемся к телефонному звонку. Все-таки дозвонились до нас. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните. Бессараб Иван Николаевич, я вам звоню с Кангаза. Да, слушаем вас, Иван Николаевич. Я очень хотел бы участвовать в вашей передаче, но... Так вы можете участвовать и по телефону. Дело в том, что вот эту брошюру, которую сейчас она отчитывается, так, да. вот она у меня тоже на руках. Я ее просмотрел, я хотел бы там найти, где она неправду говорит. И когда я начал изучать, я там не нашел, где она правду говорит. Так, я тоже вначале не поняла, что Почему значит я неправда? так говорю? Потому что все, что достигнуто, что она говорит, значит, все больше половины сделано европейскими деньгами. То, что свет зажгли в Кангазе, то, что там еще в других городах что-то делали, все это европейские деньги. Ее согласие только как ему, и больше там ее ничего нету. Там только одно правда, что это Ирина Влах, ее вот фотография. Я больше ничего там правды не вижу. Почему я так говорю? Потому что, значит, я больше как бы изучаю эти вопросы. Она говорит, что она сделала там дорогу, да, сделала Гайдары дорогу. Почему она не показывает дорогу Шумая-Даву, конечно? Что это наши гагаузы там не работают, что ли? Это первый вопрос. И сейчас что хочу сказать, что она говорит, что она делала садики, делала то, что. На этих садиках, когда с Турции приехал Эрдоган, она собрала по всей Молдавии детей, чтобы встречали Эрдогана. Нету детей для этих садиков. Что в чем она отчитывается? И это еще одно. Значит, сейчас она еще дальше проанализирует, делает в Кангазе еще 2 садика. У нас в Кангазе первая школа, 2 корпуса пустуют, нету. Для чего эти садики нам нужно опять раскупать деньги там? Просто я хочу, чтобы наш народ понял, что все, что она говорит, я готов с ней лично сесть за вашим радио на вашей передаче и ей показать, что ее заслуги, а что не ее заслуги. И еще одно хочу сказать, вот сейчас у нас стоят общественные деятели перед вами, я их вижу тоже. Значит, я хотел бы, чтобы вот у вас в передаче в 7 часов по ГРТ идет молдавская трансляция новостей. Значит, мы, гагаузы, 98% проголосовали за Российский таможенный союз вместе с движением с Россией. Мы не можем посмотреть по ГРТ аналитические программы России. А здесь Ирина Влах кричит, что у нас достижения с Россией. И еще одно очень важное для меня, как я считаю, что вот она везде показывает эти фотографии, что она с Путиным там встречалась. Я хочу услышать хоть один раз хоть голос Путина, когда они о чем-то общаются. Фотография это надоело всем уже. Пускай она говорит, что она говорила с Путиным. Что Путин обещал для молдавских яблок и для гагаузских. Понятненько. Спасибо вам за звонок. По поводу программ молдавских я дополню. Сейчас, одну секундочку. Я просто хотела отметить, что это на телевидении идет мессенджер, и согласно нового закона нужно просто иметь и на молдавском языке новости. В связи с этим и транслируется. Тут, наверное, надо разделить вопросы господина Бессараба. Действительно, проектов было много, в том числе и по детским садам. Я назову лишь несколько. Детский сад номер 1. Это кукурузный завод. Его торопились открыть приезду Эрдогана, но он так и не заработал, потому что сегодня он не сдан. Но дети туда ходят? Нет, его строили с нарушениями. И сегодня стоит вопрос о том, чтобы разобрать все внутренние перегородки и полностью переложить
А как так получилось, что построили нарушениями? Потому что все торопились к приезду высокого турецкого гостя, президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана, сдать этот садик. И строили со всякими нарушениями. И вот сейчас, в настоящее время, этот садик стоит на консервации для того, чтобы решить вот эти технические строительные проблемы. Я упомяну другой садик. Детсад номер 10, который открыли за Елпугом. Ведь никакого отношения к этому садику Ирина Федоровна не имеет. Его начинал господин Дудогла, будучи примаром, и его начинал депутат Народного собрания Григорий Ильич Мараль. Именно его инициатива была на старых мастерских 7-й школы открыть детский садик. То же самое Чешмекёйский садик. Это была договоренность экс-башкана Гагаузии Михаила Макаровича Формузала. А первый садик разве не был еще Дудоглу? Ввели переговоры с Турцией. Ну, я участвовал, поскольку я был заместителем председателя муниципального совета. Я помню приезды всех турецких делегаций. Потому что первоначально стоял вопрос о его реставрации, а потом ТИКа приняла решение полностью снести его и возвести с нуля. Однако в ходе строительства были допущены нарушения. То же самое касается и других детских садов, которым нынешняя исполнительная власть... А вот по Чешмекёю вы не договорили, что там с Чешмекёем? Чешмекёй — это была инициатива Михаила Макаровича Формузала, который посетил Туркмению как башкан и договорился с президентом Туркмении о реализации одного социального проекта Туркменистана в Гагаузии. Просто те договоренности завершились именно за эти 4 года. Фактически за 4 года заработали договоренности, которые были достигнуты прежними башканами или прежними примарами. Это либо Николай Дудогла, это Михаил Макарович Формузал. Работали все башканы. Но это вот и теперь, нормально, это такой долгосрочный проект. А вот теперь возвращаясь к вопросу господина Бессараба. Вот он говорит о том, что садики строим. Да, мы строим садики. Вот сегодня закладываются в Кангазе садики, ремонтируются кровли детских садов номер 1, 2 в Кирсово, других. А я вам приведу другую статистику. Вот согласно информации управления образования, в Гагаузии родилось всего 199 детей за прошлый год. В Гагаузии? В Гагаузии. И тут с гордостью пишут, что больше всего малышей появилось в Чедерлунском районе, 85. Но если мы вспомним, 85 детей в Чедерлунском районе, это город Чедерлунга и еще 9 населенных пунктов. Следом идет Камрадский район, 78 детей. Но давайте вспомним, что это 13 населенных пунктов. Вулканежский район, 36 новорожденных. Но это 5 населенных пунктов, включая город Вулканежск. Вот. В Капчаке, это населенный пункт почти с 10-тысячным населением, родился всего 21 ребенок. В Кангазе 13 детей. В Кирсово родилось по 10 детей. И тут другое. В некоторых населенных пунктах, вот как Карбалия, трое детей, в Итулии 4, в Буджаке и в Русской Киселии не родилось ни одного ребенка. Вопрос, куда мы идем с такой демографической политикой? Давайте еще и для чего вот это пиар-акция? Ведь Гагаузия фактически вымирает. Рожать некому. Давайте примем еще один телефонный звонок, потом продолжим нашу дискуссию. Алло. Алло, здравствуйте. Представьтесь нам, пожалуйста. Здравствуйте. Представьтесь нам. Меня зовут Мария, я звоню с Чедерлунги. Слушаем вас, Мария. Я вижу у ребят на руках вот эти брошюрки Ирины Влах. Да. Откройте, пожалуйста, там в одной страничке недалеко есть написано, что в городе Вулканежце действует хирургия глаза. И там написано, что операция проводится бесплатно. Я оперировалась в Вулканежцах на глаз. Я уплатила за один глаз, я заплатила 7000 лей. Как она может написать, что это бесплатно? Когда аппаратура представлена ко дню города Вулканежцы, то это бесплатно с Турции эти аппаратуры.
Но Подарок, за да? Подарок операцию берутся Гагаузии. деньги, и немалые при том. Мгм. А она почему так пишет? Это, во-первых, это первый вопрос. Второй вопрос. А на какие деньги приготовлены вот эти брошюрки? Это тоже наши налоги? Тоже наши хороший налоги? Она ездит по селам, по городам, по этим, раздает пледики, платочки. Это тоже наши деньги. Так остановите ее надо остановить. Пускай покупает она за свои деньги, но не за наши деньги. Это мы платим налоги, а она, значит, раскидывается этими деньгами. Спасибо И вам, Мария. Да, зарабатывает себе этими голоса и все такое. да. Мгм. Спасибо вам. Предвыборной платформы еще не было, у нее везде и всюду висели эти баннеры. Ездили люди, собирали подписи, она платила по 1000 лей. Из каких денег она платит? У меня вопрос. Пожалуйста, спасибо. Спасибо вам, Мария, за А звонок. можно я кое-что скажу? Да, давайте, говорите. Вот начну с Бессараба. И не забудьте еще один звонок, Мария, тоже отметить ее. Да. Ее, она мне тоже сейчас. Скажите, пожалуйста, я сейчас Бессарабу спрошу. Скажи, пожалуйста, вот ты замечаешь, что у вас в селе остановился отток населения? Он скажет нет. Скажи, пожалуйста, молодежь закончила школу, все, ищет себя будущего. Где в Кангазе будущего? Нет. А если нет, пиарство хорошо, так я вас спрашиваю сейчас, уговорите, поговорите с вашими мамами, папами, потому что одна фотография Путина с Ирой, он правильно отметил, это не будущее Гагаузии. Мы все за Путина, мы все за Россию. Не надо говорить нам, что она только с Путиным, а она только с Россией, а мы никто. Все же голосовали, 98%, в том числе и я. В том числе и Василий Савович. Но надо же... агитировали за Путина. И Путин, не надо, когда я помню, фотография была, и внизу я пожаловался Путину о том, что у нас слива не идет. А что вы хотите, чтобы Путин вам на базаре продавал вашу сливу? Нашу сливу. Для этого нужно целый аппарат сидит и думать. Ага, не идет, должны, значит, капитальное вложение идти на переработку, соберите совет, соберите этого Бессараба, соберите эту Марию, соберите другую, с людьми. Что нам делать, как быть? Этого нету. А пиарство есть. Вот дальше говорю. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к всем пенсионерам, которые ждут, что Ира придет, и вот она обрадуется. А вам не было бы приятнее, когда внуки оставались бы с вами, когда дочка с вами или сын с вами рядом? Вы же одни остались. Правнуки. Вы же подумайте об этом. Не ставьте себе икону Ира с Путиным, икону в доме. А радуйтесь тому, что нет, то есть детей нету. Живые бегают дома. Нету их рядом. И вы одни остались. Я немножко дополню информацию, которую говорил Николай Георгиевич, и отвечу Ивану Николаевичу Бессарабу. Вот, в Кангазе 4 школы. 3 лицей теоретический, 2 гимназии, вспомогательная школа, интернат. Так вот, в Кангазе проживает 11 300 детей. Я скажу информацию в целом по Гагаузии. Из информации управления образованием. Из 30 учебных заведений со статусом лицея в 12 отсутствуют лицейские классы. Это нет старшеклассников. Фактически эти села обречены на умирание. Другие лицеи выполняют статус окружных. Мы обучаем, в Светлом обучаем детей из Самурзы, из Щелыка, из Борчака, из Большой Кисели, Каргульского района. Мы обучаем детей из Кортина, мы обучаем детей из Валипежи, мы обучаем детей откуда угодно, только не наших гагаузских детей. Нету их просто нет. Нету. Сегодня по разным данным, и еще одна цифра, количество детей за 10 лет, и особенно за последние 4 года, сократилось на 5000. 5000 детей уехали навсегда. Они закончили 9 классов,
они переехали в Тирасполь, они переехали в Бендеры, в Григориополь, в Россию, У нас еще есть на звонки. Украину Я хочу, и в чтобы другие вы регионы. ответили своим То есть мнением. Гагаузию оставили без будущего. Теперь о микрохирургии Да, глаза. вот мне тоже интересно. ваше Я мнение. хотел бы ответить. У нас сегодня фактически государственная медицина находится в состоянии полного застоя. У нас сегодня нет врачей. У нас по основным специальностям не хватает более 200 врачей, ведущих специалистов, которым могли бы оказать. Вот я приведу пример, опять же, село Кирсово. На 6500 человек один врач. Он может оказать квалифицированную помощь. Это одна всех проблема. областях. Это только Но одна здесь, проблема. Мария задавала Мария вопрос чуть задала вопрос. по-другому, Да, сегодня многие государства нам помогают, в том числе и Турция, в том числе и Германия, в том числе и Азербайджан. Это было и раньше. Но что происходит? Аппаратура, техника, деньги, которые поступают из других государств, они, как правило, оседают в частных медицинских центрах, которые заменили государственную медицину. И та же Мария, которая должна была бесплатно сделать себе операцию по удалению катаракты или глаукомы, она должна была ее получить бесплатно. Сегодня для того, чтобы элементарно сделать кардиограмму, нормальную кардиограмму, у нас нет врача-кардиолога в Камрадской поликлинике. Кто мог бы прочитать? Отправляют людей в Кишинев, и они не доезжают до Кишинева. Сегодня, чтобы сделать рентген человеку с пневмонией, везут его в Кишинев, в больницу скорой помощи. И он либо доезжает по дороге, либо доезжает и умирает там. Это ненормальное положение. И вместо того, чтобы целое главное управление здравоохранения занялось проблемой комплектации медицинскими кадрами, у нас все врачи, как правило, старше 50 лет. У нас нет молодых врачей. Да и в тех же частных медицинских центрах, в которых открылось большое количество, невропатологи, окулисты, отоларингологи, врачи по большинству специальностей — это врачи из Бессарабского, из Чемишлийского, из Хинчесского района. То есть у нас внутри Гагаузии нет даже своих врачей. О чем мы говорим? Проблем у нас очень много. Давайте мы чуть вернемся к этим проблемам и послушаем еще один телефонный звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь нам, пожалуйста. Я с Камрадом, меня зовут Федор. Федор, слушаем вас, Федор. Да вот я сейчас недавно слышал звонок от Чадрунги, женщина звонила. Да. А я сам Камрад, вот я не могу, что Чадрунги, такое обращение к людям, те, которые были год назад Томая, Дом культуры. Там, орали, кричали, свистели за Ирину Влах. И обращаюсь к тем людям, которые месяц назад были в Кангазе. Сидели на скамейке, бабушки, там, дедушки. Обращаюсь очень к ним, если можно. Понимаете, вот это вот Камрад, чтобы они знали. Камрад, пятую школу, то, что пишет в этом брошюре, пятую школу сделал Тарнавский, а не она. Она никогда ничего не делала. И хирургическое отделение построил, до нее построили. Пускай она сказки не рассказывает. Дальше. Новое там здание турки построили, не она. Дом творчества построили не она, а турки. Турки построили. Да, и вот эти обманы, пускай она, понимаете, вот я не знаю, вот как могут эти люди еще прийти в Дом культуры, сидеть и хлопать, орать, кричать, когда она говорит. Я не знаю, я обращаюсь к этим людям, которые сидят в Дом культуры, вот, когда она вызывает их, и вот этим вот людям я очень обращаюсь, что она обманщица, она только обманывает. Все, извините. Спасибо вам за звонок. Вот, ваши комментарии вот по поводу сейчас, последнего звонка. Вот видите, я вначале говорил, что это сделал весь народ Гагаузии, да? Да. Вот звонок, человек сам говорит. Поэтому, когда пришли на передачу, мы не пришли, чтобы сказать, вот он или я, что вот мы видим такую позицию. Вот народ, видите, Кангаз, это Камрад, Вулканешт. Все люди говорят. Говорит ли это о том, что люди не поверили в то, что написано в этом журнале? Или, по крайней мере, не все? Вы знаете, это для пиарства хорошо. Но у нас мы жили при коммунизме, когда вот пиарили одного, второго, третьего, а не было этого. Если это живет иллюзиями коммунизма, то это не красит ее. Понимаете? Сегодня другие времена.
Сегодня нужно хвалить тот народ, который работает, а не хвалить Башкана, отчет. Написала бы здесь итоги работы народа Гагаузии за 4 года. Мы с вами сделали. Мы с вами сделали. И вот тогда я поверил. Да. Знаете, это больше напоминает, Николай Георгиевич, мы с вами люди старшего поколения. Помните знаменитый 24-й партсъезд коммунистической партии? Это был финальный отчет Леонида Ильича Брежнева, тогдашнего генерального секретаря. Так вот, тогда его доклад, который длился 1 час 34 минуты, 169 раз прерывался бурными овациями и аплодисментами. Примерно в таком духе составлена вот эта агитационная брошюра Ирины Федоровны Влах. У нас все хорошо, у нас везде все прекрасно. А почему же тогда возмущаются люди? Что они не могут сегодня спокойно пролечиться, что они сегодня не могут спокойно перезимовать, что они сегодня не верят уже в то, что в Гагаузии вообще можно жить. Когда, как говорит Николай Георгиевич, бабушки и дедушки ждут, когда кто-то придет им и принесет какой-нибудь подарочек в виде платочка, в виде Пасхи, пасхального кулича на пасхальные праздники, либо в виде пледика. Да разве народ Гагаузии, который всегда себя уважал, который никогда не был попрошайкой, он всегда зарабатывал свой хлеб в разные исторические периоды. Если вспомнить, даже наших стариков, не было здесь работы, они шли в молдавские районы. Не было в молдавских районах работы, они шли на валах, ездили в Галац, в Бухарест. Они зарабатывали и потом возвращались для того, чтобы прокормить свою семью. Неужели сегодня нужно было довести народ до такого уровня, что он сегодня ждет, когда ему Башкан или кто-то из окружения Башкана принесет какой-нибудь подарок? Я последний пример приведу. Позавчера Гагаузия, точнее Башкан, с размахом отпраздновала Хидерлес 2019. По официальным данным было выделено 3 миллиона 800. В социальных сетях написали 4 миллиона. Ну, в социальных сетях, да. Ну, где 3 миллиона 800 тысяч, там и 4 миллиона. По данным УВД, на праздник по разнарядке, потому что если открыть сайт Гагаузии, да другие сайты, школьные автобусы видны, было всего 500 человек. 4 миллиона на 500 человек. Вы разделите 4 миллиона на 500 человек, вы получите, что на человека одного потрачено 8 тысяч лей. А женщина звонит, что мне глаз сделали за 7 тысяч лей. Я спрашиваю, можно было бы за эти деньги 500 человек сделать операции? А ведь у нас нуждающиеся, мы всем миром собираем деньги на то, чтобы, слава Богу, что Народное собрание приняло программу о финансировании операций для тяжело больных. Хорошо, что депутатский корпус в своем большинстве принял в свое время, несмотря на жесточайшее сопротивление исполкома и лично Ирины Федоровны Влах, программу «Здоровое поколение», когда было принято решение кормить не только детей с 1 по 4 класс, а всех детей. До 12 Нет, класса. Там было так, что до 4 класса. Она говорит, нет у нас источника финансирования, мы не можем финансировать, неоткуда деньги взять. Да. Депутаты настояли, понимаете, как большинство настояли, что кормить до 12 лет. 12. И почему же она и сегодня кормит детей это самое? Это что, ее заслуга? Пусть тогда нужно было признаться. Моя была ошибка, что я не согласился, а я вижу, что это хорошо, что детей кормят. Чего же она ни разу не сказала? У нее ошибок получилось, что вообще нет. Но она не сказала и о другой ошибке. Я приведу другую цифру. За 4 года здесь не написано в этой брошюре на 43 страницах, что я вместе со своей свитой совершила 42 поездки в различные страны. Вы нигде здесь не найдете. Каждая из этих поездок, самая многочисленная, была в Санкт-Петербург, ее личному другу, экс-губернатору Георгию Полтавченко, когда выехало 250 человек на нескольких транспортах.
Вот, и знаменитая фотография, где она там дирижирует чуть ли не оркестром в Мариинском театре, в ложе, сидит вместе с это сам. Все эти поездки обошлись в 25 миллионов леев. Скажите, сколько можно было операций сделать для того, чтобы вылечить наших людей, чтобы они не умирали по дороге скорой помощи или просто дома не умирали? Или помочь малоимущим. Или помочь Давайте малоимущим. мы еще один звонок примем. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло. Алло. Мы вас слушаем. Представьтесь нам, пожалуйста. Нет, прервался телефонный звонок. Продолжим. Вот я хочу сказать о том, что вот сколько было поездок, сколько нам приезжали представители разных регионов, с России даже. Но скажите, пожалуйста, вот сейчас глубокое сотрудничество есть у нас с российским регионом? Не с одним. Ну, в журнале что-то там есть. Не с одним. Нету? Нет. Фактически нет. Нет. Но в отчете есть. В отчете есть. Отчитаться можно хорошо. Написано, что у нас есть, Башкан говорит, что 42 представителя в странах СНГ. А исполком дает, что 28, да? 26. 26. Так непонятно кто. Ну хорошо, есть наши представители. Да, они там на общественных началах или как-то, но... Это посольство Гагаузии в странах СНГ. В странах СНГ. Да. В определенных, допустим, там... Да, рамках. В Санкт-Петербурге, в Москве, там везде, в Калуге, там во всей России. Но у нас так и нет глубокого сотрудничества. Да, мы отправляем туда, допустим, сельскохозяйственную продукцию, некоторую. Но все же многие остаются здесь. Но я не хочу... Я хочу вас прервать еще на звонок? один телефонный Да. звонок, чтобы мы послушали радиослушателя. Алло. Алло. Что такое? Алло. Говорите, мы вас слушаем. Опять прервался звонок. Я хочу о другом говорить. Вот пожаловался на Путина, что сливу некуда деть. Но Путин сам ведет программу развития сельскохозяйства. Сегодня сливы уже в России полно посажено. Что нам делать с этого? Ждать в России не получится. У нас дорога длинная, есть НДС еще. Для этого нужно было собрать свой экономический блок и сказать, так, давайте... Ищите другой выход. Выход. Да, другой выход какой? Пока Россия поставит переработку, так года пойдут. Давайте ищем вариант переработки. Что можно? Ту же самую сливу. Сливу можно высушить, чернослив сделать. Можно дальше с черносливы можно снять косточку, продать без косточки. А дальше варенье какое получается? Варенье получается, повидло получается, да. Куча всего. Где та Молдова, которая цветущая, и где этот продукция? У нас же в каждом селе были консервные цеха. Давайте восстановим эти консервные цеха, давайте то. Вот если бы было бы это, у нас у бабушек внуки остались бы здесь, радовались бы внукам, а не радовались бы, что Ира придет. Не говорили бы с ними по скайпу. Да. Хорошо. Все равно опять прервался наш звонок. Продолжим нашу дискуссию. Вот вы только что говорили о том, что у нас нет переработки и хранения, да? А здесь есть пункт. Как раз я читала, что есть... Опять телефонный звонок? Ну хорошо, давайте примем уже телефонный звонок. Кто там не решается нам что-то сказать. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы спросить вот это. Сначала представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга, я с Кереплунги. Да, говорите, Ольга. Ирина Федоровна у нас такая вся плохая, все на нее что-то, все плохое говорят, она такая-сякая. А скажите, пожалуйста, что сделал нам этот Дудоглу? Но он же не Башкан. Мы сейчас говорим об отчете. Он не Башкан, но почему все на нее... Она плохая, она всякая. Мы сегодня обсуждаем итоги работы. Вы, наверное, тоже были там и слушали отчет. Мы сейчас обсуждаем отчет. Нам звонят люди по отчету Башкана. Если у вас есть вопрос, тоже задайте, пожалуйста. Есть вопрос? Можно я скажу? Да. Вот, смотрите, в отчете написано, что увеличилось, да, количество холодильных комплексов у нас в Гагаузии. Было там 5, стало 9. Общая емкость хранения холодильных камер составляет 5040 тонн.
Помните, я на прошлой передаче Вот у вас я об был? этом же, что мы на эту тему уже говорили, и я вот когда открыла отчет, тоже увидела, что что-то Да. есть. Но помните, я на прошлой передаче говорил, я отправлял продукцию из Бричан, Единицы, Фалешты, Штефанводы. Я когда приехал в Бричаны, Бричаны сам районный центр, как Кангас. Вот такой небольшой. Да, Весь район имеет хранение холодильников. В одном районе. Где-то около под 45 тысяч тонн. Вот мне тоже интересует. И вот 5000 3 тонн. района Гагаузии всего лишь 5 тысяч. Да, это бизнесмены, Это мало? которые... Или это много для нас? ничего. Это Это ноль. ничего. Это ноль. Вы знаете, вот смотрите, чтобы человек переработал продукцию, вот консервный цех у него есть, да? Ну сколько? Вот, допустим, слива 2 недели. Все, он не успевает много делать. А чтобы успеть много делать, нужно холодильники. Вы поставили сливы в холодильнике, и у вас 2 месяца может храниться слива в холодильнике. А что значит 2 месяца холодильник? Значит, вы имеете сырье для того, чтобы переработать его. Вот у меня друзья из Кишинева говорят: Коля, не пойду в Гагаузию, не вложу денег. У вас мне короткий промежуток времени, у меня нету этого. Я лучше вложу вот в Бричанах, вложу в другом, где есть холодильники. Я договор сделал, сохранил, я открыл консервный цех. Я открыл консервный цех. У меня, я не могу людей брать на 2 недели, потом выкинуть их. Мне нужно, чтобы все время был товар. А товар где хранить? Негде, на поле быстро сохнет. Тем более южный регион, солнца полно. Понимаете как? Это все цепи одно. Вот если бы она в докладе это говорила бы, или 4 года тому назад было бы. Почему? Потому что, знаете как, если вы не сделали за 4 года это, вы не сделаете и дальше. У вас есть внутреннее пиарство, и вы это будете продолжать. По звонку вот этой Ольги с Киритлунги. Вы знаете, мне жаль, что вы зомбированы каким-то фамилиями. Дудогла там может быть, другое там может быть. Это что, Ира ищет образ врага? Что я не смогла, потому что у меня вот Дудогла есть. А Дудогла мешает, что? Да. При чем тут Дудогла? Он что, башкан, он имеет отношение к исполнительной власти? Вы покажите свое, поставьте все на место, скажите, вот да, вот мы хотим инвесторов тут, чтобы пришли. Как он придет? Я вам только что сказал. Как он придет вложить деньги, когда негде хранить? Ему еще холодильник строят, он консервный строит, ему еще и холодильник нужно. Так, извините, это огромные деньги. Нужны. Условия нужны. А нужно было, вот один вопрос, вот я у Ольги с Киритлунги хочу сказать. Ольга, вы с Киритлунги, скажите, пожалуйста, в вашем селе молодежь остается вся? У вас перестали люди ездить, уезжать с села? Или у вас есть открытые предприятия, чтобы вы зимой могли работать? Вот с этого подумайте. Вы не смотрите, что вот вам зомбировали вас одним фамилиями или другим фамилиям или как-то. Вот когда вы увидите, что в вашем селе осталась молодежь, в вашем селе есть переработка, в вашем селе есть зимой работать, не на поле только, вот тогда вы скажете, да, вот у меня сделано в этом селе, и я могу сказать, что вот за этого человека я буду и всегда. это заслуга руководства, который управляет Гагаузией. Я добавлю для Ольги... Пустая Гагаузия, 32 тысячи населения ушло за 25 лет. Я добавлю для Ольги из Киритлунги всего лишь одну фразу. Вот я опять же возьму данное управление образования. Село Авдарма, лицей имени Челингира. Он называется окружной лицей. Так вот, дети лицейских классов из села Киритлунга обучаются в селе Авдарма. То есть они даже не смогли набрать один лицейский класс. Как вы думаете, вот эти ребята, которые закончат лицей в Авдарме, они вернутся в Киритлунгу? Или останутся в Авдарме? Или вообще уедут из Гагаузии? Скорее всего, вы их потеряете навсегда. И пройдет одно поколение тех, кто закончит 9 классов, а сегодня, насколько я знаю, в Киритлунге не могут набрать даже группу в детский садик. О чем мы говорим? О какой перспективе для Киритлунги? Это вымирающее село. А вот еще про... у нас Бессараб говорил, да, что дорога отчитывается, она только по Гайдары и Авдарма. Но Авдарму дорога, она отношения вообще не имеет. Это Павел Филипп. Это, извините меня, вот и Ольга ругает Дудоглу, да? Дудоглу выбил, будучи в парламенте, 25 миллионов помогли, 25 миллионов, и братья Казмалы поставили, сделали эту дорогу. Они вместе просили. Да, вместе просили, вместе написали письмо, общественно, все. Вот она могла бы, Башкан, сказать спасибо
Даже тому Дудоглу, который вот помог нам эту дорогу делать. И, ну, если не хочет Дудоглу, сказать, что спасибо, что есть братья Казмалы. Вот вся Гагаузия, я почему говорю, здесь работала вся Гагаузия. Я просто добавлю. Значит, у нас есть еще один телефонный звонок. В 2017 году проект по строительству дороги Ферапонтикова-Дарма был признан одним из лучших проектов. Решение было принято выездным заседанием правительства по инициативе мецената села и Николая Дудогла. Это стоимость... Вы вычитываете это что? Это я взял с Гагаузинфо. Это официальная информация. Официальная информация. Тем Давайте более верить Гагаузинфо как бы надо, потому что они приближены к телу Ирины Федоровны. Алло. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте и представьтесь нам. Здравствуйте, я Тамая, меня зовут Петр. Здравствуйте, Петр, и говорите. Я хочу задать такой вопрос. Вот Ирина Федоровна говорит, что что-то она сделала. А что она сделала для инвалидов? Почему в своем отчете она не описывает то, что она сделала с инвалидами? Взял уполномоченный Кишинев ТЭК, а нам урезали группы. И со второй группы меня перевели на третью. У меня сахарный диабет 18,5, давление 240 на 140. А меня перевели на третью группу. С одним глазом вообще не вижу. И что нам делать теперь? Вот она пускай отчет дает то, что она сделала инвалидам. Инвалиды с первой группы перевели на вторую группу, с второй группы на третью. А третью вообще урезали людям группы. Как нам быть теперь? Спасибо вам за звонок. Сейчас они мне третью группу дали инвалидности. Кто мне даст работу? Спасибо вам за звонок. Ну вот, мне кажется, картина Гагаузии вырисовывается. Да, инвалиды, наверное, не входили в планы составителей брошюры, потому что это чисто глянцевый пропагандистский материал. К сожалению, сегодня в ТЭК из Гагаузии переведена в Кагул. И сегодня в Кишинев. И сегодня вопросы о присвоении той или иной степени инвалидности, в том числе и для людей, которые лишены трудоспособности, решается в Кишиневе, но никак не в Камрате. Равно как и страховая медицина сегодня переведена в Кагул. И для того, чтобы решить элементарный вопрос получения полиса, надо обращаться в Кагул. К сожалению, нигде в этой брошюре нет ни пункта о том, что за 4 года Гагаузия потеряла все свои деконцентрированные службы и все свои полномочия, которые она получила 23 декабря 1994 года в соответствии с законом об особом правовом статусе. И я понимаю инвалидов, когда их заставляют. Я работал более года помощником депутата парламента Николая Харамовича Дудогла, которого очень сильно ругают. И в основном на прием каждый понедельник сюда, в наш штаб Новой Гагаузии, приходили инвалиды. И мы решали благодаря личным связям. Николай Дудогла выходил на министра здравоохранения, выходили на республиканскую ВТЭК, для того, чтобы этим несчастным не гоняли их из Камрата в Кишинев или из села в Кишинев, а решили каким-то образом и дали им группу инвалидности. Если человек диабетик, если человек полупарализован, представьте его состояние, его нужно отвезти, продемонстрировать врачам республиканской ВТЭК, для того, чтобы со всей республики собирают. Это что, нормально? Но об этом нигде в этой брошюре не сказано. У нас, к сожалению, очень мало времени остается до конца передачи, но я хочу еще один вопрос вам задать. Вот здесь же в отчете я вычитала, что 11 миллионов евро проинвестировал Европейский Союз в Гагаузию. Да? Это в леях сколько? Больше 200 миллионов, да? Леев. Здесь же рядом пишут, что 35 миллионов в виде гуманитарной помощи мы получили из регионов-партнеров, так они называют, да, с Российской Федерацией. Но вот сравнить, да, 220 и 35. Я ничего не имею против Российской Федерации, но почему мы стесняемся и боимся говорить, что нам Евросоюз помогает? А это не модно, Елизавета Васильевна, почему потому что модно, если такая финансовая помощь? Если вы вспомните программу предвыборную Ирины Федоровны Влах 4-летней давности,
мы построим 11 предприятий с молдо-российским, с гагаузо-российским капиталом. Мы привлечем 1 миллиард инвестиций из Российской Федерации. И вы напомнили цифру, сколько пришло? 35 миллионов. Но это не живые деньги. Это КАМАЗ для ПЖКХ, это скорая, это пожарная, это боб-карты для коммунальных служб. И все. Все деньги приходят в основном из Евросоюза. И все социальные проекты, потому что Евросоюз, они люди с такой ментальностью, они жалеют нас, они не знают, где находится Гагаузия, большинство из них, но они знают, что там плохо живут, потому что им говорят, что вот есть такая гагаузская автономия, в ней бедные несчастные гагаузы, и они нуждаются в гуманитарной помощи. И Евросоюз нам выделяет на различные проекты. Вот 200 миллионов – это чисто европейские программы, на которых последние 2 года пиарится Ирина Федоровна Влах и особенно ее первый заместитель Вадим Петрович Чебан, которого назвали золотым экономистом. Еще один звоночек, потому что время идет. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, я опять Иван Бессараб. Вы дозвонились нам еще раз, да? Да, слушаем вас. Вот я эту брошюру у меня на руках, я вот сейчас смотрю, что нам выделило коммунальное хозяйство, по коммунальным хозяйствам, Россия выделила нам технику, бобкаты там, КАМАЗы, все такое еще. Значит, выделили нам скорые помощи, медицинское оборудование. Хотел бы задать вопрос, почему простое население это не почувствовало? Как коммунальное хозяйство мы платили энную сумму, так мы и платим. Как нам медицинское страхование, так как она была 4900, а 4700, так она и осталась. Какой кому-то помощь пришла? Мне домой или Ирине Влах в комнату? Вот это очень интересный вопрос. Кому это помощь? Это гагаузскому народу или гагаузской семье пошла? Или кому она? Это первый вопрос. Второе, значит, сейчас в Кангаде планируется еще опять насчет садиков. Будут строить садик, это никому строить. У нас в Кангаде есть одна пожарная машина, заводится через раз, значит, никакой нет там команды нету. Когда что-то горит, она горит дошла, потом приезжает команда. Почему нельзя было подумать так, что в исполкоме выделят там Кангаз машины, 2 машины, составить группу людей, чтобы когда пожар в Баурти, Светлом, Киселе, еще какие-то сделать, чтобы мы могли помочь этим людям, в том числе и в Кангаз. Об этом она не подумала. Вот в Кангаде дом сгорел дотла, никто ничем не мог помочь. Вот такие вопросы она не решает. А она говорит, что она пришла помощь. Помощь пришла к ней в карман, но я не почувствовал вот эту помощь по коммунальному хозяйству с этого КАМАЗа. И за медицинское оборудование тоже я его не почувствовал. Я думаю, что остальные жители Гагаузии тоже самое, такого же мнения. Спасибо, Иван, за звонок. У нас буквально 2 минуты остается до конца передачи. Если помощь, то помощь нужно принимать со всех сторон. Тут не надо отказываться от этого. Но иногда помощь... Вообще мой вопрос по-другому звучал. Я спрашивала, почему мы стесняемся говорить про европейские деньги, которые поступают нам в Гагаузию. Не модно, потому что впереди выборы, а мы как бы пророссийские. У нас, к сожалению, в последнее время... Но люди имеют право знать. Они должны, обязаны знать. И на каждом объекте, который сдает Европейский Союз, посольство США, посольство Словакии, Швеции, должна быть табличка. Объект сдан на деньги такого-то государства, такой-то организации. Это должно быть. И мы этого не должны стесняться. Я вас прервала в вашем реплике. Дело в том, что вот это пиарство, смотрите, мне даже стыдно, поверьте мне. Значит, у нас сельскохозяйственный лидер купил КАМАЗ, купил комбайн, допустим, купил за большие деньги, чем этот КАМАЗ стоит, да, вот это самое. Но он же не пиарит на всю Гагаузию, что я купил российский КАМАЗ, или я купил российский комбайн, или иностранный комбайн купил. А тут один КАМАЗ и столько пиарства. Вы скажите... Вот там на фотографии видно, в дождик нагнали людей. Да, вы это понимаете, это пиарство, что играть на чувствах людей, что мы люди с России, и вот Россия там. Не надо играть на этих чувствах. Это унизительно. Во-первых, унизительно для нас и унизительно для России. Что вот всего лишь один КАМАЗ нам дали и все. Другое скажу, что обернитесь
этими поездками не надо нас не устрашать, а, как вам сказать, собирать, что вот она поехала. Сядьте вот здесь, соберите весь свой электорат и ездите по селам, ездите по лидерам, ездите к этому мужчине с Бессараб, ездите к этой Ольге Керетлунгу, посмотрите, как живут, и начинайте здесь делать работу. Деньги есть для этого. Не надо было 3 миллиона лей потратить на то, чтобы 250 человек уехать в Санкт-Петербург. Знаете, что подумал, наверное, губернатор? Слушай, они хорошо живут, наверное. Да. 250 человек какая-то Гагаузия привезла. Это где? За 2500 километров. Зачем им помогать? Не легче ли эти деньги помогли бы этому инвалиду, вот, который звонит, этой женщине операцию 3 миллиона лей. Вы поймите, сколько можно было бы лечить. Ну что ж, спасибо вам за участие. Сегодня День радио. Если имеете желание, поздравьте работников радио, и мы завершим нашу программу. Я хотел бы поздравить радио, потому что это хороший рупор. Это было, давайте историю возьмем, да? Первые радиоточки Ленина, когда это самое, да? Первые, колокола такие. Первые, когда войну объявляли, это самое. Все люди слушали радио, другой информации не было просто. Я благодарен тому, потому что мы радио слушаем в машине, мы радио слушаем везде. Спасибо вам за то, что вы есть, и за ваш профессиональный труд. Спасибо. Знаете, с появлением массового интернета я думал, что радио как-то отойдет на второй план, но в пасхальные дни я ходил по селу. Вы знаете, через двор звучит гагаузское радио. И я был очень удивлен. А вашему коллективу радио я хотел бы, конечно, пожелать больших успехов, прежде всего творческих успехов, хороших собеседников, хорошей аудитории, потому что знаю коллектив с 1985 года. Некоторых из коллектива, это уже ветераны вашего коллектива. Нашим радиослушателям я хочу пожелать только одного. Слушайте гагаузское радио, потому что оно для нас источник не только информации о происходящем в регионе и мире. Здесь очень много познавательных программ, в том числе и на родном, на гагаузском языке. А без радио может стать хорошей основой для национального возрождения гагаузского народа. Спасибо вам. И я тоже поздравляю всех работников радио, не только те, которые работают сегодня, но те, которые работали, и все, которые причастны к этой профессии. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо вам за участие. Программу провела Елизавета Ротарь. До свидания, до встречи в эфире.